Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Майские указы президента Владимира Путина, изменение платы за коммунальные услуги, пожарная безопасность. Эти вопросы обсудили в ходе очередного информационного дня. Большое внимание государством будет уделено здравоохранению. Увеличится количество обновленных ФАПов. В этом году будет отремонтирован стационар детской больницы, в следующем роддом узловой поликлиники. На месте старой стоматологии по Янтиковскому шоссе построят офис врача общей практики с дневным стационаром. Наш регион Чувашия стал первым регионом в России, где были создана широкая сеть офисов общей врачебной практики. В республике уже обновлен каждый 4-й фельдшерско-акушерский пункт. А к 2020 году будет обновлен каждый 3-й. Министром поставлены задачи, в принципе, уже и Чувашской республики ввести определенные ФАПы в городе Канаш. Мы работу уже проводим. Запланировано строительство объектов здравоохранения для улучшения качества жизни населения. Большое внимание уделено, конечно, и занятости нашей молодежи в летнее время. В городе, в республике в целом сформирован реестр организаций, которые включает в себя 452 организации. Это 20 организаций отдыха здоровья детей стационарного типа, 357 будет пришкольных лагерей, 10 лагерей дневного круглосуточного пребывания, 62 палаточных лагеря. С 1 июля увеличится размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Население, проживающее в городских населенных пунктах, будет платить 3 рубля 25 копеек. Сегодня это у нас 3 рубля 11 копеек. Индекс роста цен составит 4,6%. Тарифы на природный газ вырастут на 3,4%. Будут с 1 июля 5 рублей 55 копеек. МОП «Каналсеть» будет предоставлять услуги за кубический метр 16 рублей 55 копеек. Многие, наверное, обратили внимание, что с 1 июля будет поднят тариф на воду до 26 рублей. В плачевном состоянии находятся водопроводные трубы. Этот рост связан с инвестиционной программой предприятия. В этом году 2 улицы будем полностью менять систему водопроводных труб. Трубы действительно в ужасном состоянии. Это домохозяйки, местами это просто дуршлаг. Поэтому мы кусками где-то меняем, где-то, если есть возможность, ремонтируем. Но в любом случае перспектива только одна – замена труб. Поэтому идем в плане инвестиционной составляющей, вопросы эти поднимаем. Поэтому хочу, чтобы вы все отнеслись с пониманием. Изменения коснутся всех видов коммунальных услуг. Тариф на тепловую энергию составит 1709 рублей за калорию, была 1643, рост также 3,9%. Пожарная безопасность в городе под особым контролем. С начала года в городе произошло 13 пожаров. Это на 5 случаев больше, чем в прошлом году. Причинами чаще всего являются неисправности электропроводки в доме и сжигание сухой травы во дворе. Осторожность и бдительность спасут и имущество, и жизни людей. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. Сегодня все православные христиане отмечают Вознесение Господне. В храм всех скорбящих радость прибыл митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Благословение смогли получить сотни горожан. С праздничного богослужения Марина Баринова. Вознесение Господне отмечается через 40 дней после празднования православными христианами великого праздника Пасхи. В этом году оно выпало на 17 мая. Сегодня Иисус Христос совершит последний путь на небо, где встретится с Богом Отцом и Святым Духом. С раннего утра звон колоколов оповестил всех православных о наступившем празднике. В храм спешили все, кто хотел получить благословение Господа. Заботу о встрече митрополита Варнавы разделили с настоятелем храма отцом Александром и епископы Стефан и Федор, а также глава администрации города Канаша и Янтиковского района. Господь наш Иисус Христос пришел на грешную землю, а в 33 года начал проповедовать Евангелие Царствия Божия. Через 3,5 года был распят на кресте. В 3-й день по Писанию воскрес, и 40 дней после своего воскресения еще ходил по земле палестинской. В 40 дни на горе Елеонской он был вознесен на небо. При своем вознесении на небо святые апостолы слышали такие слова: «Сия с вами есть во все дни до скончания века». То есть я с вами буду во все дни, пока будет существовать этот мир.
Сегодня как раз праздник Вознесения Господня. И мы пришли в храм, чтобы помолиться, причаститься святых Христовых тайн и просить Господа, чтобы Он не оставил нас своей милостью, был всегда во все дни жизни нашей, сподвигал нас на подвиги, на нашу жизнь, дал нам здоровье, чтобы мы жили во славу Божию. В волнительном ожидании стояли и многочисленные прихожане. Какие чувства переполняют вас сегодня? Ну, конечно, самое радостное, самое светлое от того, что мы встречаем еще и владыку. А владыка для нас это, особенно для 11-й школы, вообще, я даже не знаю, как сказать, но это светлый, чистый праздник всегда. Он у нас в школе был дважды. Благословлял наших деток на неурочную деятельность с православным уклоном. Сегодня очередной 1 класс будет получать у него благословение. Всех с праздником, с радостным, приятным, красивым праздником. Теплые слова, сказанные в адрес настоятеля отца Александра прихожанами, вызывали у нас неподдельную радость за наших детей, которые, в свою очередь, дарят теплоту и любовь ближним. Все радуются, и вот у нас настоятель, он вообще у нас молодец, прям плакать хочется. Он у нас вообще молодец, и он все для детей сделал, даже площадку для детей сделал, и все старается. Значит, вы считаете это правильно, что с самого раннего детства надо приучать? Конечно, конечно. Нравится ходить в воскреску. Мы батюшек разных можем увидеть. Поздравляем их все время. Занимаемся каждый раз и пением, и разведчеством, и гитарой у нас, и рукоделие тоже. Звонят, звонят колокола России, благую весть несут во все края. Любовью к ближнему живет Россия, и молодость свою хранит века, и снова избавляется от скверны, и очищение слышен перезвон. В веках ее все беды неизменны, в веках ее бурланский слышен звон. О, Русь святая, мудренее славяне, славянский дух веками сохраня. В веках мы были воины, христиане, ржаную Русь лелея и любя. Праздничное богослужение всегда приносит духовную радость всем, кто участвует в ней. Недаром в православном мире ему уделяется особое значение. В этот день просят прощения за обиды и совершенные грехи. В молитвах перед иконой Вознесения Господня люди просят Спасителя о помощи, в укреплении духовных сил, а также о том, чтобы Господь помог правильно расставить жизненные приоритеты между телесным и духовным. ДЮСШ «Локомотив» раскрыл свои двери для любителей вольной борьбы. Третий республиканский турнир на призы Центрального духовного управления мусульман России, посвященный Международному дню семей, собрал более 190 борцов из Чувашии, Мордовии, Татарстана и Ульяновской области. Вольная борьба, вольная борьба, это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Турнир обретает уже межрегиональный уровень. Вольная борьба в Чувашской республике развивается, борцов становится больше, из года в год увеличивается количество мастеров спорта и чемпионов России и мира. От себя лично хочу поблагодарить представителей духовенства за то, что в Международный день семьи они объединяют и сплачивают вокруг себя такое большое количество людей. Ни в одной религии нет ничего плохого, все религии учат только одному – любви к ближнему. Поэтому я хочу, чтобы вы плечом к плечу всегда друг с другом вместе защищали интересы своих районов, городов и нашей страны в целом. И если тренер вольнику России в разгаре схватки крикнул «Разорви!», то это значит «Победи красиво!». Красиво действуй, думай и живи.
Систематическое занятие физической культурой, спортом укрепляет здоровье, популяризирует здоровый образ жизни. Цель нашей задачи – укрепить соседство между регионами и чтобы молодежь занималась спортом. Ислам выступает против наркотиков, против плохих привычек, чтобы именно турнир проводится, приуроченный Международным днем семьи. Семья – это самая кузница формирования здорового общества. Здоровое общество – это нравственное, хорошее общество. И чтобы наши соревнования последовали хорошим примером и для других регионов. Участие принял и настоятель храма всех скорбящих радость, протоиерей Александр Ермолаев. Дружба регионов, дружба народов, будущее России. Около 200 участников на борцовском ковре показали свое мастерство. Победителям вручили медали и призы от Духовного управления мусульман города. Олеся Григорьева, Елена Бладцева, Павел Павлов, Локомотив. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает за покупками. Свежее мясо, копчености, колбасы. Низкие цены всегда. Свинина 1 килограмм 159,90. Сыры известных производителей. Прилавки порадуют многообразием видов, широким ассортиментом товаров. Здесь приобретете все, что нужно для домашнего уюта, праздничного стола или что-то лично для себя. Как вам магазин «Светофор»? Очень хороший. Я тут сегодня второй раз пришла. Все по низким ценам. Очень качественно, вкусно. Вот конфеты беру, 2 коробки аж, думаю, подарю. Хожу на лечение, думаю, медсестрам подарок. Мы всей семьей уходим в этот магазин со всеми подружками, друзьями. И сюда еще будем ходить и ходить. Спасибо большое этому «Светофору». Все такие низкие цены, как раз нам, пенсионерам, по карману тут. Бытовая химия, техника, постельные принадлежности, детские игрушки. И, конечно же, выберите подарок своим родным и близким. Весна – время перемен. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает вас за умными покупками. Приходите, выбирайте, экономьте вместе с нами. Продукция компании «Молочный двор» пользуется спросом у покупателей всей Чувашии. Свидетельством этому является то, что ежедневно с территории Канашского сельскохозяйственного рынка отправляется в путь десятки специализированных машин, развозящих свежее молоко, отборную сметану, масло и творог. Мобильные точки продаж имеются в городах Чебоксары, Канаш, охватывается вся Чувашия. Молоко – классический продукт. Именно в неизмененном виде, без консервантов, оно попадает на стол потребителей. Свежий удой проверяется в лаборатории на качество и незамедлительно отправляется в путь. Всю выпускаемую продукцию «Молочный двор» можно приобрести в специализированных точках продаж. Такой отдел имеется и на территории сельхозрынка города Канаша. Масло сливочное, топленое, шоколадное, 100% качество. Классический творог, сметана уже полюбились покупателям. Мои внуки очень любят творог со сметаной на завтрак, поэтому я покупаю все натуральное. Это масло натурального советского качества. И производитель этого масла – «Молочный двор». Канашский сельскохозяйственный рынок приглашает за натуральными продуктами.